Добрый вечер. Вы смотрите новости на Башкирском спутниковом телевидении. Мне предлагали сжечь. Бывают разные ситуации, как-то с топором даже уходили. Ребята, это как ад. Ну ты сгоришь, натурально сгоришь. Ты видишь, что человека может не стать просто в одно мгновение. Сопереживаешь людям, которым от всей души пытаешься помочь. Были разные состояния, и слезы, и злость, и я просто не верил в это. Журналист. Сколько может стоить региональный журналист? Прости, я, пожалуйста, не сберегла. Ой. Видите, сколько веночков у нее. Это все время кто-то цветочки дает. Видишь, день рождения 9-го. Даже месяц не прошел. Как 35 лет. Тоже слышу 80-90 поражений. Ребята, это как ад. После посещения красной зоны обязательно душ. Это просто выжить. Она с самого детства была очень любознательная. И все время «мам, да? Мам, да?» В 1,5 года она уже в яслях вела утренники, пела «Ласковый май». Она очень много читала. То есть вот в течение 30 лет каждый день она ложилась с книгой. И она никогда, ни одного дня не было, чтобы она не читала. Но, пожалуй, она чувствовала чужую беду. Если вот кто-то кого-то обидел, вот прямо вот настолько она переживала, уличных там вот облезлых кошек, собак, она гладит. Я говорю: Галя, ну явно же зараза. Вот можно же покормить и все. Нет. Их покормить все, значит, покормят, а им хочется, чтобы их погладили. То есть для нее всегда важно было кого-то приобнять, успокоить. Она считала, что тактильный контакт лучше каких-то слов. И в журналистике вот, ей было интересно. Она считала, что она должна даже вот какие-то опасные для здоровья вещи надо. А людям надо освещать, и люди должны знать. Но главное держать свои эмоции под контролем и выполнять поставленное задание. Лечь под бронетранспортер, пройтись по стеклу. Самое страшное было это падать назад, она говорила. Вот когда она встала на стол и вот опрокинулась, страшно вот падать назад в неизвестность. И она всю себя отдавала работе. Мало времени оставалось и на личную жизнь. Вы же работаете по 12 часов в сутки, а то и больше бывает. Да, она посвящала себя, забывая о себе. Для нее важно было донести правду. То есть донести до людей, чтобы не в искаженном виде, не скрывать от людей истину. На 3-4 раз к теплому костюму уже привыкаешь и даже чувствуешь руки. Был репортаж из красной зоны. Она мне сказала, что вот собирается, пойдет. Почему именно ты? Столько много репортеров. Все-таки у нее... Она не афишировала. По-моему, вообще мало кто знал, что у нее отсутствует иммунный орган, селезенку в детстве ей удалили. Она сказала: а кто, если не я? У всех журналистов многие семейные, у кого-то дети. Мама, ты что? Вот там, значит, у кого-то ребенок, вот он пойдет, неизвестно, как это, чем закончится, принесет дом, дети, не дай бог, что. Нет, это могу только делать я все-таки более свободнее. Вот, считала себя прям вот обязанной. Большое уважение после посещения красных зон у нее
к врачам, работающим там. Она считала, что люди герои. Когда коронавирусом переболели, она в более тяжелой форме. Даже вот несмотря на мой возраст, у меня было полегче. Я считаю, что осложнение после коронавируса было все-таки вот это именно на кровь. Постепенно все органы начали отказывать. Легкие, все. Печень, почки, все. Она духовно была сильной, но физически, так как она была все равно слабенькая, хотя это тщательно скрывала, никто не знал, у нее был низкий болевой порог. Мне как матери, конечно, было это тяжело. Я говорю: мам, я не могу больше терпеть эту боль. У меня болит. У меня болит все. То есть ей было очень больно. Я считаю, что ей будет полегче, если я буду меньше плакать. Не всегда получается, но я стараюсь. Ребят, соберите ревнивец убийц, пожалуйста. Вчера Радмир снимал сюжет. Унижал, оскорблял, бил. А видео оставляешь, просто на синхрон надо добавить, что это было 17 числа. Телефон не работает? Тебе надо сокращать, и фабов тоже убирать. Вот, с ковидного госпиталя, то есть еще немножко вытяни. А вот в отношении застройщика Серебряного ручья сейчас идет процедура банкротства. Что такое вообще? Когда едешь на съемки, когда там ты знаешь, что там эмоционально будет такая тяжелая съемка, и самое, наверное, сложное, когда к родственникам, да, там погибших, которые потеряли там близких, там детей, ты понимаешь, что как бы ты вообще там будешь совершенно чужим человеком, совершенно, возможно, даже неуместным. Было как вот умер солдат-срочник, и родители очень хотели, чтобы осветили вот эту трагедию, потому что они считали, что там руководство было виновато в смерти. Что говорить, как с ними вообще общаться, как сделать так, чтобы как бы и материал снять, и в то же время не задеть их чувства. Бывают разные ситуации, как-то с топором даже выходили. Не помню, мы приехали в деревню, Колтасинский район, там вахтовики погибли. И приезжаем, а там мужчина такой выходит, отец, и он выходит с топором и начинает нас выгонять. Тоже не знаешь, что делать вообще в этой ситуации. Как бы ты же не развернешься, там не побежишь там в обратную сторону, сверкая пятками. И как ты находишь слова, что-то, я не знаю, это как по ситуации. И, кстати, вот с этим мужчиной все закончилось потом так, что он нас еще потом не отпустил в обратную дорогу, не накормив. То есть мы так разговорились достаточно на такой близкой душевной ноте, и ему, возможно, тоже нужно было выговориться в тот момент. Желание в красную зону пойти, наверное, возникло, когда только вся эта история появилась, и когда... Помню, с Европы начали там кадры приходить, как там врачи на полу лежат, спят, что там у них нет сил. Они прям где садились, там и засыпали. Мне хотелось показать, как они сражаются, что они делают, чтобы люди понимали, что там происходит. И вторая, наверное, равнозначная причина – это то, что многие вообще туда не верили и говорили, что да, до сих пор такие есть сейчас скептики, которые говорят, что коронавирус не существует, ковида не существует. И хотелось показать вот как раз вот эти страшные картины, вот эти случаи, когда там лежат в реанимации, на ИВЛ, дышат с трудом, да, дышат с помощью аппарата. 2 красные зоны мы посетили, сделали специальный репортаж, и комментарии под специальным репортажем, конечно, меня просто потом убивали, когда люди говорили: зачем вы наняли этих актеров, зачем делать этот спектакль? Я думаю, боже мой, это что вообще? Это дурость, тупость, что это? Когда тебе показывают, блин, вот человек вообще еле дышит, лежит там раздетый весь под этими трубками, и какой-то индивид находится и пишет, и не один даже, да, на самом деле их было там достаточно. Такое сочувствие еще к самим врачам, медикам до сих пор есть, когда ходишь. Иногда там плачешь вместе с ними. Также они тоже не выдерживают. Опытный врач-инфекционист, когда начала нам рассказывать, как вот они борются за пациентов, которые вот на ИВЛ, и вроде как бы ты думаешь, вытащишь, а потом вот он умирает все равно, и тебе приходится родственникам сообщать. И вот
тоже все это переживаешь. Она тоже вчера не выдержала, расплакалась на этом моменте. Говорят, там профессия закаляет, но есть такие моменты, когда там ты можешь работать 10, 20, 30 лет, ты все равно будешь реагировать на это эмоционально. Алло, здравствуйте. Галина Александровна, как вы сегодня себя чувствуете? Ужасно. Что вас беспокоит? Кашляете сильно, да? Что там выворачивает? Врача на дом не вызывали? Вызываем, никто не приходит. Не приходит. Может быть, я вам вызову? Давайте я вам вызову врача. Ужасно, страшно. Дедушка еле разговаривает по телефону, наверное, такой кашель прям захлебывается. Ждет неделю врача, а врача нет. Ксения, вот вы говорите, у вас списки обновляются, да? А когда-то же, получается, те, с кем вы там общались какое-то время, там, уходят из этих списков, нам выздоровели, да, например? Вы радуетесь как-то? Вот? Да, мы можем позвонить и говорить, как вы себя чувствуете? Говорит, все уже, я сегодня больничный закрыл, или вчера закрыл. Ну, мы тогда поздравляем с выздоровлением, желаем больше не болеть. Банально, но часто вот говорят, да, что с помощью журналистов людям иногда удается решать свои какие-то проблемы. Когда не получается там достучаться до властей, там, чиновников, не знаю, да, можно даже мечты какие-то человеческие исполнить с помощью СМИ. Не знаю, ты чувствуешь, что ты что-то делаешь там хорошее, какой-то, ну, не громко, конечно, сказано, мир лучше, но ты что-то, какую-то отдельную ситуацию, там, где-то помогаешь, и, естественно, улучшаешь таким образом. Приходилось слышать многое, что, там, я не знаю, меня предлагали сжечь как-то даже еще. На одном суде там мужчину судили, и он мне прям подошел такой, стоит, значит, такой двухметровый, такой, я тебя найду и сожгу тебя, сожгу. До истории с Куштау меня ничего, в принципе, не обижало. А потом вот это отношение, я тогда была в отпуске, когда вся эта ситуация с Куштау разворачивалась, и потом эти гневные комментарии, как люди в какой-то один момент, да, этим все перечеркивают. Все, что было положительное до. Там куда-то, блин, да я могу свой телефон даже вот открыть, просто посмотреть, там, ввести в поиске, там, спасибо, например, да, в переписках. И там я могу найти сообщения, которые от моих героев мне приходили. Там, да, там бабушка не смогла там в хадж поехать, мы, ну, та история вот с этими обманутыми, да, мы помогли ей, потом в итоге ее отправили. Там, когда детям собираешь, да, деньги, когда там удается так сделать, что человек не выгоняет из квартиры. У нас, у каждого из коллег есть такой банк, наверное, каких-то вот этих благодарностей и воспоминаний, когда там тебя благодарили за что-то, а потом какая-то история, и эта черная краска начинает мазать просто всех, начинает лить столько грязи, писать там, находить, у нас находили там корреспондентов, ведущих, да, в личку писали там такие гадости, хотя человек вообще, в принципе, ни при чем. И это я не значит, что как бы я поддерживаю ту позицию, которая тогда звучала. У меня тоже есть свое мнение. Даже внутри нашей редакции было много мнений насчет ситуации с Куштау. Каждый думает по-своему, блин, люди все индивидуально, они формируются по-своему, у них свой жизненный путь. И просто оскорблять, там, желать смерти человеку за то, что он думает не так, как ты, ну, я не знаю, вот это и есть какой-то, наверное, тоталитаризм, как раз против которого они и выступают. Слева, да, Чингис? Да, некоторые там не перейдем. Сам по себе я человек очень зажатый и скромный. И каждый раз, когда я выхожу на экран или на аудиторию, ну, это небольшая битва для меня. Где мое полено? На острие современных технологий. Когда я пришел, как раз исчезали печатные машинки и появлялись компьютеры. И если кому-то дадут компьютер... Так, все, внимание. Часы будут... Гульнас, попроси Айгуль Зяпову добавить по вот этому указу повышенной готовности вот в эту БЗшку, во вторую часть. 10 секунд, внимание. Что новые обновления в указ о повышенной готовности, внес Ради Хабиров, т.д. Все, Женя, внимание. Да ладно, слышу я тебя. Сервер. Начало суфлер поставьте. Марат, внимание. Вторая камера. Поехали. Студия. Добрый вечер, вы смотрите новости на башкирском спутниковом телевидении. В студии Евгений Романов в этом выпуске. Анонсы.
Когда я пришел в профессию, я был, грубо говоря, гопник из Инорса. Я понимаю, что если бы я сюда не пришел, если бы меня не взяли или в течение какого-то времени меня выгнали бы, я бы вот просто и остался тем пацаном с транспортной, и все. Поэтому профессия в психологическом плане, в плане характера, отношение к каким-то вещам, конечно же, колоссально повлияла на меня как на человека. Сейчас медийная сфера – это сфера, где все пытаются хайпануть, да? И приходят люди, которые думают, что вот на телеканале Бест, на телевидении вообще, это в принципе как в Ютубе. Я сажусь, меня снимают, и бац, 1 000 000 просмотров. А когда им начинаешь объяснять все тонкости профессии, сложно оцениваемые со стороны, вот во время эффекта домашних тапочек, когда сидишь на диване и смотришь, вот это, так, ой, ну что за тупое, ну вот просто не... А когда вот тонкости телевидения человек понимает, он либо уходит тут же, да, осознавая, что это все большая ответственность, во-первых. За каждое слово нужно нести ответственность. Кроме того, это очень многослойный, такой многогранный труд. Новости. Как называется управляющая организация? А сейчас жильцы хотят поменять управляющую, да? Ага, выздоравливайте. Я тогда позвоню Ирине. На днях звонил дедушка и спрашивал у нас, куда подевались синички. Он ежегодно наблюдает за тем, как прилетают в наши края синички, и в этом году, в этот день они не прилетели. Давай. Эта работа не оставляет равнодушным, потому что каждый день новая история, новая человеческая история. Особенно это, если какая-то несправедливость реально проживаешь. Это было где-то на границе Иглинского района, когда авария была с автобусом. Улетел в кювет. Мы случайно вообще оказались на месте, потому что мы ехали со съемок. И там трупы, там доставали тела людей. Все. Доставали тела людей всеми этими приборами, разрезали автобус. Это я уже потом поняла. Опережая. Людей положили в ряд. И я бегаю, там что-то, интервью у кого-то взять пытаюсь. И вот так бегаю, и в один момент я просто бегу, поворачиваю голову и вижу эти трупы. Я прям, мне кажется, я отпрыгнула прям. Просто раз и нет людей. Ты видишь, что человека может не стать просто в одно мгновение. Вот он был, вот его нет. Когда ты снимаешь какую-нибудь маленькую больную девочку, которая при этом такая вся радостная и счастливая, ты как-то больше ценишь жизнь, что ли. Рита вернулся. Долго была на больничном и очень хотела выйти на работу. Прямо я ждала этого. Счастлива. Победила коронавирус. Да, победила. Как сидишь, слушаешься, что тебе говорят, понял? Да. Никому не мешаешь, ни с кем не разговариваешь. В общем, Митяй наш сын плакал. Пока Катя на съемках, он здесь сидит один, там кто-то предложит ему покушать, сходить чай попить. Иногда не слушается, но мы как-то тихонечко все его учим. Я хочу стать врачом. Почему? Ну, просто мне охота людям помогать. Я слышал то, что врачи – это герои, они спасают жизни людей. А как ты к журналистам относишься? Ну, к журналистам нормально, потому что они новости все говорят. Ну, тоже хорошая работа. Да нет, нормально. Как раз у меня время подумать. Получается, как я прихожу домой, ребенок спит, ухожу на работу, он еще спит. И вот выходные дни только уже как бы более спокойно, так можно расслабленно провести время с семьей. Ну и то, где-то что-то произойдет, допустим, тут уже нет такого, что вот выходной или там отпуск, да, то есть если надо ехать, то я еду. Сопереживаешь людям, которым от всей души пытаешься помочь, но единственная твоя помощь – это, может быть, информирование и
чтобы как можно больше людей узнали об этой истории. Вот, допустим, я снимал сюжет о Тамаре Раскатовой. Это женщина-инвалид, которая 9 лет не может выйти из квартиры. У нее просто нету пандуса. Ее с ветхого жилья переселили в дом, который не оборудован. Вообще позвонили мне неравнодушные зрители, они предложили тоже свою помощь, чтобы вывести бабушку на улицу. Мы нашли машину, мы прокатили ее по Уфе, она посмотрела площадь Салавата Юлаева, вот как Конгресс-холл построил, она его вообще не видела, говорит. И вот знаете, что самое обидное? Вот ничего-то не изменилось. Она живет в той же квартире, она также не может выйти из дома. Вот недавно у нее был день рождения, и вот так. Второй влево. Перевести на первый-второй, сейчас телефончик проверим. И контровой на ведущий нет. Поярче удайте. Бывают съемки кардинально меняют твое мировоззрение, и первый раз, когда я пропустил, например, тему, сюжет через себя, это был случай «Пропал ребенок». Мы сразу же выехали на место, это село в Дюртюлинском районе. Когда мы приехали, работали спасатели, мама ребенка говорила, что она там не знает, что с ней, она там плачет, все ищут его, и мы, журналисты, тоже подключились в этот процесс, мы все искали этого ребенка, мы верили в чудо. Это озеро расположено прямо за домом семьи Хабировых. Его сейчас как раз исследуют водолазы. В итоге за 2 минуты до эфира мне позвонили и сказали, что мать призналась, что она его выбросила. Сообщение пришло, то, что он найден мертв. Это перевернуло как бы в моем сознании. Я просто в шоке находился, и я сразу набрал бабушки, которая ждала от меня весточки. Она говорит, в любое время звони, когда что-то узнаешь. Это было тяжело и рассказывать об этом. Вот. Всю ночь я тоже не мог уснуть. Были разные состояния. И слезы, и злость. И я просто не верил в это. Я пытался понять, что могло подтолкнуть эту женщину так поступить со своим ребенком. Я за этой историей следил год практически, то есть без камер сам, потому что она уже потеряла актуальность, но для меня она была актуальна всегда. И сейчас актуальна. Когда мы снимаем какие-то определенные материалы, мы пытаемся вызвать резонанс и помочь людям в первую очередь, чтобы негодяев наказали, чтобы нуждающимся помогли. Как бы это ни звучало, но люди учатся на примерах даже плохих и жутких. На таких камерах тяжелых мы работали, снимали вот так вот. У нас же такая работа, что мы не выбираем, куда едем. Сегодня, например, мы снимаем что-то положительное, там какой-то праздник. В этот же день мы можем поехать через некоторое время, нас разворачивали во время съемок, там где-то что-то взорвалось или кто-то погиб, например. Бывает в некоторых местах действительно как горячие точки, когда в Урмане там взрывы были тоже. То есть мы, получается, как пехота, можно сказать. Ты не можешь куда-то там убежать или сказать там, что вот я этого не буду делать и так далее. Это приходится делать, хочешь ты или нет. Журналисты, операторы рискуют ради того, чтобы показать правду, ту объективную картинку, что на самом деле произошло. Осознаешь вот эту всю человеческую боль, то есть через себя все это проходит. У нас был, помню, сюжет один. Сгорел дом, в общем, полностью. И в этот момент, когда мы приехали, вытаскивали людей. То есть там то, что от них уже ничего не осталось, в общем. Рядом, стояла, получается, женщина. Она не знала, в общем, это их дети или нет. Либо они были в гостях, либо нет. Но там было 4 человек. Их просто грузили в КамАЗ. Вот. Такие именно. Это были детские темы, да? Работа новостей – это командная работа. Для нас сейчас стало большим шоком. Умер наш товарищ, коллега, главный оператор Ильдар Насреддинов от осложнений коронавирусом. Профессионал был своего дела. Он до последнего, получается, работал. Никогда не показывал то, что он там болеет или еще что-то. Все время какой-то закаленный такой, подтянутый. Если кто-то из наших заболевал, он выходил за место них на съемки, выезжал. Таким он был железным человеком, то есть мудрым, умным. Тяжело, конечно, говорить, что человек ушел, просто до сих пор не верится.
Шагимарданов Расуль Борисович, тоже замечательный оператор был. Тоже вот он недавно умер. Он, можно сказать, наш папа новостей. Столько он воспитал операторов, инженеров. Он действительно вот сгорел просто на работе, как говорится. Он потому что очень сильно любил свою работу. Ты просто ей жил. Я думаю, без любви к своей работе, тот, который действительно там ради денег или ради чего-то пришел бы, здесь, я думаю, долго бы не задержался. На самом деле, вторая семья для меня. Вот почти эти декорации надо будет вынести сюда. У меня друзья журналисты, моя девушка журналист. У меня все, что в моей жизни есть, это практически все связано с журналистикой, связано с телевидением. Как-то научился слушать людей. Ты их слушаешь, твоя работа их слушать, рассказывать о них. В профессиональном смысле, конечно же, до конца погружаешься, узнаешь все тонкости, все. Но если ты будешь погружаться полностью эмоционально, ты просто будешь, ты сгоришь, натурально сгоришь. Ты просто на себя примеряешь это пальто и просто, сойдешь с ума. Естественно, говорили, что я вру, конечно же. Вас купили. Да, там какие-то суммы, деньги бешеные. Это же региональный журналист. Сколько может стоить региональный журналист? Просто тебя пытаются оклеветать. Ты принимаешь близко к сердцу и рьяно пытаешься отстоять свою правоту. Неважно. Те, кто уже настроился на то, что ты врешь и все. Хоть что-то говори. Любые доводы, любые доказательства. Неважно. Ты просто, ты трындишь, ты врешь. Тебе верить нельзя. Вот есть журналисты в нашей стране, но нет журналистики. Это не мои слова, но они мне нравятся. Я думаю, что журналистика в республике, она перестроится в что-то другое. Что-то такое, чтобы всех устраивало. Мы в состоянии ожидания находимся. Хочется, конечно, узнать, как это все будет. Камера к вам, здравствуйте. Велено не обращать внимания. Вообще вот тут я раньше сидела. Все так же. Мы находимся в редакции Уфимского коммерсанта. Этот офис мы занимаем много лет. Их было несколько, но этот один из самых уютных, таких приятных для нас. Все еще говорите «нас». Да, черт. Да, я все еще говорю, что нас, да. Я уже не работаю здесь с начала ноября. Я была первым главным редактором газеты «Коммерсант» в Уфе. Это предмет моей, в том числе, личной гордости, гордости всего нашего коллектива. Поэтому, да, все еще по инерции говорю мы. Вот видите, у нас свободная камера здесь есть для самых одаренных. Это у нас фотовыставка была, так называлась «Свободная камера». Кстати, некоторые отказались принять в ней участие, гости. Сказали, что у вас такое двусмысленное название «Свободная камера». Те, по кому камера плачет, видимо. Смысл журналистики, которую исповедует «Коммерсант», в том, чтобы дать максимально точную фактическую информацию. Я думаю, журналистика может быть разной. Главное, чтобы не было монополии на трактовку событий. Почему все-таки вы решили уйти? Это желание возникало на протяжении последних 8 лет. То есть усталость от того, чем ты занимаешься очень долгое время. Давление всегда было. Оно когда-то ослабевало, когда-то усиливалось. Но надо отдать должное, что наши московские кураторы никогда не сдают региональных редакторов. То есть редактора уходят по своей воле. В данном случае это было мое решение, которое состоялось. Не жалеете? Нет. Никто нас вместе не видел. Никогда, кроме детей, да. Кроме детей. У нас ничего общего и нет, кроме детей. Возможно, очень много журналистских пар образуется не только потому, что все живут там на работе, предположим, как в телецентре, но и потому что наша работа окаянная. К человеку с бытовым информационным опытом с нами тяжело или невозможно находиться в одном пространстве. Мы познакомились на коммерческом материале. Я делал пресс-конференцию в «Аргументах и фактах», где работала Наташа. До этого я знал дерзкую рубрику «Вести о власти». Я помню, что Шамиль был, мне казался, очень многословным и умеющим сказать
простые вещи очень сложным языком. Расплощатый. Тот материал, про который ты говоришь, он задумывался как рекламный, и наши редакции его оплатили. Да. Мы написали все как есть, ну, потому что мы написали правду. Заказчик начал нервничать, я так понимаю, да? Да, так? нам пролетело очень сильно, да. Ну, в этот момент я понял, что тут что-то очень серьезное. То, что может... Не что-то, а кто-то. Кто-то очень серьезный, который может противостоять моему всепоглощающему, обаянию. Забалтывающему обаянию. Вы дома говорите о политике? Нет. Мы никогда не сойдемся, очень редко сходимся в оценках. Да, и более того, ну, это такой тонкий момент, из-за которого, в общем-то, меня выгоняли с хорошего любимого места рабочего для того, чтобы воздействовать на редакционную политику «Коммерсанта». Даже мы в одном кадре, ну, вот только благодаря, там, знаем вас, как хорошего репортера, ну, это исключение. Журналисты пытаются обмануть все, и те, кто ну, и верхи, и снизу тоже. Ты всегда будешь находиться между молотом и наковальней. Просто молот и наковальня всегда будут разными. Ответ Шамиля – терпеть. А мой ответ другой. У нас очень многие злоупотребления происходят потому, что люди пассивные, готовы согласиться с несправедливостью. Хорошие люди стали молчать, а условно плохие люди стали действовать. И вот на этом фоне нашего бездействия получается наращивание такого кома, да? То есть какие-то политические безумные совершенно инициативы, там, законодательные безумные инициативы. У нас есть право действия, право голоса, право мнения. И события на Куштау, кем бы они ни были организованы, кем бы они ни были инспирированы, как сейчас есть такая версия, люди, которые проявили добрую волю и пришли туда, они доказали, что они на что-то способны. Идеализировать легко доверчивых людей не очень конструктивно, это было бы большим комплиментом в сторону толпы. Слабая власть – это тоже плохо для России. Мое убеждение выстраданное. При слабой власти очень много плохих людей забралось в мой город, и его почти весь украли. Чуть не украли почти весь за 8 лет хамитовских. Просто потому что вот он это допустил, он это пустил, и после крушения Титана, всегда так бывает. А слабая власть это какая? Слабая власть, которая не может напугать плохих людей. Всегда был государственником и всегда им оставался. И просто были моменты, когда региональные власти не соответствовали моим представлениям о том, как правильно должно развиваться это государство, но я и возражал. Но от этого не стал либеральным журналистом. Борьба с властью не является основой журнализма. Но журналисты должны следить за тем, чтобы власть не зарывалась. У тебя есть ответственность и перед теми, о ком ты пишешь, и перед теми, для кого ты пишешь. Неинтересно было бы с человеком, которого можно быстро, легко обратить свою веру. Все еще не обратил. Не обратил, да, держится, да. Но, тем не менее, некоторые достижения у меня есть. Иногда Наташа говорит моими словами. Да. А представление о независимости, о том, как надо себя, цельность свою хранить, я у нее срисовал. Это есть такое дело. Лизавета, привет! Че, как дела? 100 лет тебя не видела. Лиза любит камеру. Ой, какие счастливые. Так, давай, ловлю. Лизавета, ты, главное, ступеньки считай. Ага. Оп. Опа! Ага, зима уже. Вот, видишь, тут как. Лиза у нас инвалид детства первой группы. ДЦП, спастический тетрапорез. Так-то она все понимает. Она закончила 9 классов дистанционного обучения. У нее очень много задумок, планов. Она сейчас сильно увлеклась, она клипы делает на компьютере. Вот у меня день рождения на днях был, так она мне там, подожди, расскажу. Она делала клип, она даже там себя записала на видео, что она танец изобразила. Лизе очень нравится общение. Вот Лена как-то неожиданно так совершенно появилась в нашей жизни, слава богу. И вот наши прогулки, мы встречаемся, гуляем, болтаем. У Лены еще есть изумительный экземпляр собаки,
которая нас веселит, так скажем, отчаянно. Сегодня не гуляем без собачки. Холодно ей, да? Ну, в журналистике я, наверное, уже больше 10 лет. С Лизой мы познакомились в мае. Тогда мне позвонил координатор нашего хосписа Ирина Лобаева и сказала, что в доме, где я живу, есть семья, которым просто нужна компания на прогулке. Я скучаю по ним, когда мы долго не видимся, и они тоже скучают, потому что какие-то новые эмоции, новые знания, что-то. Альфия, поскольку работает в оперном театре нашем, я очень люблю оперную музыку, она рассказывает про работу оркестра, в принципе, про вот эту внутреннюю кухню, а я им рассказываю что-то там про свою работу. 2,5 года я проработала на «Эхе Москвы» в Уфе, и мы очень не любим, когда нас называют оппозиционным СМИ. Мы не оппозиционные СМИ, а независимые СМИ. Это большая разница на самом деле. Я понимаю, что очень многие люди относятся предвзято и считают, что мы там, не знаю, эхо Госдепа, эхо Кремля, там, эхо еще чего-нибудь. Но прелесть эхо Москвы в том, что там всегда есть две точки зрения. Условная власть, условная оппозиция. Хоспис – это медицинское учреждение помощи людям с неизлечимыми тяжелыми заболеваниями. Строительство хосписа сейчас идет, но пока физического здания нет. У нас есть хоспис на дому, это программа помощи нашим подопечным, которым необходимы определенные медикаменты, определенные медицинские аппараты. Еще у нас есть развлекательные, что ли, проекты про исполнение нематериальных мечт наших подопечных. Полетать на воздушном шаре, съездить в Капову пещеру. У Лизы и Альфии была мечта съездить куда-нибудь отдохнуть за город. И это была мечта, которую я исполняла лежа в больнице, на самом деле. Мы их отправили отдыхать на Павловку, и это было, конечно, для них какое-то прям совершенно потрясающее впечатление, потому что Альфия мне прислала каждый день в больницу фотографии. Там Лиза катается на кораблике, там Лиза смотрит на звезды, катается на качелях. Когда ты журналист, у тебя гораздо больше аудитория. Ты можешь просто написать пост в Фейсбуке, этот пост очень быстро разойдется. И тебе верят именно потому, что тебя знают как радиоведущую, которая там каждый день выходит в эфир, что-то рассказывает. И люди как-то охотнее жертвовать начинают деньги. Быть журналистом волонтерам выгодно именно для благополучателей, потому что у них есть возможность быстрее получить эту самую помощь. Телеки, конечно, забавные. Телевизионщики что-то бегают так с этими камерами своими там. Ой, мы, знаешь, уже сколько не было на улице. Спасибо вам, хоть вытащили. Очень задевают меня материалы про больных детей, когда вот сейчас уже принято говорить, да, что всей страной смс-ками собираем на лечение. Это просто такие вот, даже вот домой заходишь в семьи, да, допустим, вот сейчас я говорю о тех семьях, которых пытаются спасти ребенка со спинальной мышечной атрофией. Это же, нереально собрать 180 миллионов рублей на один укол. И вы представляете, каково это смотреть в глаза родителям, да, и прям вот чувствовать их боль. Они вот знают, что вот их ребенок сидит, а вот через полгода его может уже и не быть. Спасти его можно, но нужно собрать 180 миллионов рублей. Да, они в жизни этого не соберут. Это обычные российские семьи, но откуда такие деньги? И пытаемся, конечно, максимально придать огласке эти истории. И после того, как сюжет уже выйдет, все равно продолжаем контактировать с ними, общаться в социальных сетях, делать репосты, чтобы продолжать вот эту волну. И вот такие вот семьи, вот сколько бы я их ни снимал, вот все они вот у меня в памяти. Сделали. Это наша работа. Так говорят. И это действительно так, это наша работа, и мы делаем ее искренне, от души, чтобы помочь людям. Мы 22:30 скинули, возьмите, пожалуйста. Хорошо. Спасибо большое. Время 21:15. Я поехал домой. А кто-то еще не поехал. Всем пока, спасибо за работу.